Считанные минуты до начала интеллектуального проекта «Ярбан Ябаянба». Пока организаторы раскладывали по столам блокноты и ручки, участники с волнением ждали начала игры. Анжелика Вартикян, капитан команды «Белые воротнички», убеждена в важности подобных мероприятий и пожелала удачи своей команде и соперникам. Название команды произошло давно, когда у нас команда была от Министерства экономики, и мы как все госслужащие решили назваться «Белыми воротничками». Такие мероприятия очень важны в нашей республике, потому что, во-первых, они очень, разбавляют рутину, и ты в любой игре все равно узнаешь много нового. Игрокам интеллектуального клуба предстояло ответить на 25 вопросов, разбитых на 6 тематических раундов, один из которых состоял из видео-вопросов, записанных и присланных от наших диаспор из Турции, Иордании, России, Сирии и Египта, а также раунд с вопросами, присланными из Карачаева-Черкесии от наших братьев Абазин. И именно в этом раунде прозвучит вопрос от председателя Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муссы Экзекова. Вопросы составлял наш опытный автор Гудиса Мамацев. Писались они специально под это мероприятие с нуля. Писались они с тем, чтобы коснуться разных аспектов жизни, чтобы там были вопросы, связанные с этносом, связанные с историей, культурой, как абазинского, так и абхазского народа, для того, чтобы показать сходство этих двух народов, которые, собственно, являются фактически одним народом. И вот началась игра. В студии ГТРК состязаются 4 команды интеллектуального творческого клуба «Дюна». Усилиями этих участников в Абхазии набрали обороты и стали популярными чемпионаты по интеллектуальным играм «Что, где, когда», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Итак, за зеленым столом команда «Агенты Тео», за красным «Хьюстон», за серым команда «Когда Давид», за белым столом «Белые воротнички». Вопрос первый. Именно в эти годы стали олимпийскими чемпионами наши соотечественники: боксер Мурат Храчев, борец Денис Царгуш и метательница копья Саида Гунба. У команд ровно 1 минута, чтобы определить правильный вариант ответа в порядке возрастания дат. Варианты вы можете увидеть на экране. Минута пошла. Правильный вариант ответа А. Все команды ответили верно. Идея создания интеллектуального проекта «Ярбан Ябаянба» принадлежит Всемирному Абхазо-Абазинскому конгрессу, сохраняющему и развивающему единство культурных традиций и ценностей абхазо-абазинского народа. Аннотации к каждому ответу содержат интереснейшую информацию. Вот для нас было очень важно, чтобы вот в такой легкой форме, динамичной, интерактивной, была подана интереснейшая информация, которую мы считаем нужным доносить, искать формы для ее донесения до широчайшей аудитории. Мы очень благодарны каналу АГТРК за партнерство, потому что без участия канала телеверсии бы не было, и, соответственно, к широкому зрителю мы бы не смогли обратиться и донести то, что является главным базисом проекта. Логика игры построена так, что сложность вопросов идет по нарастанию. Сейчас первый раунд, он такой адаптивный, для того, чтобы команды разогрелись, набрали темп. Впереди интереснейшие вопросы, элементы шоу. Мы не будем раскрывать все тайны. Самое главное, что игроки дают правильные ответы. Вот это радует больше всего на данный момент. И самое главное, приз турнира, созданный по авторскому дизайну переходящий кубок «Ярбан Ябаянба». Награда – сертификат на участие в международном первенстве «Что, где, когда», который пройдет в России, и 30 000 рублей. Не менее приятный подарок ждет и другие 3 команды. Для них будет организована коллективная тематическая поездка в недавно открывшийся в Абхазии этнографический парк. А вот победителей узнаете в эфире АГТРК, посмотрев передачу «Ярбан Ябаянба». Сария Кварацхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.